Под личным контролем Мустафа Цуров каждый день связывается со своим коллегой и студентами, которые сейчас находятся в одном из крупнейших заводов АвтоВАЗа в Тольятти. Туда ребята, обучающиеся по техническим специальностям, а именно сварщики и электрики, отправились не только пройти производственную и преддипломную практику, но и трудоустроиться. Директор Северокавказского топливно-энергетического колледжа интересуется у студентов условиями и впечатлениями. Условия мечты в заводе. И? Без преувеличения, студенты рады представленной возможности. С ними заключили трудовые договоры. Несмотря на то, что они проходят практику, работа будет оплачиваться в полном объеме, а при желании даже можно будет остаться. Руководством колледжа с АвтоВАЗом заключено сразу 3 договора о подготовке кадров для прохождения практики, целевого обучения и дальнейшего трудоустройства. В первую группу студентов вошли 20 человек. На предприятии трудятся в 3 смены. По желанию можно выбрать удобную для себя. Для желающих продолжить начатое дело предлагают отличные условия труда. Выпускники, которые захотят остаться после практики на работу, в соответствии с законом Самарской области, им 200 тысяч подъемных сразу дают. АвтоВАЗ на себя принимает обязательство ежемесячно выплачивать им 10 тысяч рублей на аренду жилья. Плюс бонус приветствия там студентам колледжа даются там 10 тысяч тоже. Ну там много очень таких позитивных таких вопросов, которые на сегодняшний день в других предприятиях, у других собственников нету. АвтоВАЗ хорошие условия нам предоставил. Делегацию студентов возглавляет Муса Цуроев, замдиректора колледжа по производственной практике. Мужчина делится. Условия для работы отличные. АвтоВАЗ взял на себя почти все расходы по трансферу и размещению. Студенты будут трудиться 3 месяца. Завтра они уже полноценно выходят на работу. Условия у них здесь благоприятные, бытовые условия очень хорошие. Завтра их будут с утра знакомить с рабочим местом. У каждого у них будет свой наставник. Кроме того, что у них будет бригадир и мастер, и у каждого будет наставник. Вот. Утром их как бы встречает мастер, проводит их на рабочее место, получает спецодежду свою, получает свои шкафы, где они будут переодеваться. После чего проведут с ними инструктаж на рабочем месте уже. Договоренность была достигнута в октябре прошлого года, когда в регион приезжала делегация АвтоВАЗа во главе с президентом предприятия Максимом Соколовым. Он является координатором созданного в Ингушетии регионального отделения Союза машиностроителей России, а саму организацию в республике возглавляет директор СКТЭК Мустафа Цуров. Вся эта работа прошла под эгидой работы Союза машиностроителей России, который возглавляет Сергей Викторович Чемизов. Мы ориентированы на то, чтобы сегодня наши студенты во время производственных практик, во время преддипломных практик проходили эти практики именно на таких крупных предприятиях, гигантах, для того, чтобы получить тот бесценный опыт, который они потом принесут в нашу республику. Ведь в любом случае, поработав, набравшись опыта, они возвращаются и уже вернутся к нам специалистами. А это сегодня самый большой дефицит у нас в республике. У нас очень много выпускников, у нас выпускники технических направлений имеются, но, к сожалению, опыта работы у них именно на производство не хватает. В рамках рабочего визита президента АвтоВАЗа в прошлом году состоялась встреча с главой Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поблагодарил Максима Соколова за плодотворное сотрудничество. Для нас очень важно, для нашей республики это. Вообще ваш приезд, это уже сколыхнет, так сказать, молодежь. Мы целенаправленно начнем работать. Более 20 человек уже приехали из Ингушетии к нам на АвтоВАЗ. Мы их приняли как родных.
выделили ему лучших наставников, и ребята уже работают на разных участках, и на конвейере, и в других производствах. Так что спасибо большое, в этом плане мы уже взаимодействуем. Мы действительно нацелены на развитие отношений, даже в двух ипостасях, не только как президент АвтоВАЗа, но и по поручению председателя Союза машиностроителей, главы Ростеха Сергея Викторовича Чемизова. В Ингушетии было создано вот в этом году региональное отделение Союзмаша. И мне поручено было его координировать. Успешно функционирует в республике и первый официальный автодилер в Ингушетии «Лада Магаз». За небольшой срок он серьезно зарекомендовал себя на авторынке. За неполных 2 года от дилера в республиканский бюджет поступила налоговая прибыль в 4,5 миллиона рублей. В скором времени компания собирается открыть еще один центр напротив действующего. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов оказывает необходимую помощь и поддержку таким предприятиям. Благодаря соглашению с АвтоВАЗом многие смогут трудоустроиться. Еще один плюс для выезжающих жителей. По поручению руководителя субъекта из аэропорта Магаз запущен прямой авиарейс в Самару. Селимхан Калоев, Джамал Султыгов, Новости 24.